Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так. Что у него на уме? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какой интересный мужчина пришел. Боже мой, в голове прям каша-малаша. Как же он живет? Вот хочется задать ему этот вопрос. Так, ну что, мои хорошие, либо мужчинка у нас стрессует, либо мужчинка у нас выпил. Выпил, и тут, как говорится, Остапа понесло. Все перепуталось, напуталась и работа, и личное, и вы, и какие-то люди, кому-то что-то доказать, показать, сделать. Ой, каша, действительно каша. Да. Как он с этим живет, как он с этим справляется, непонятно. Что-то вы спина к спине стоите, что-то между вами произошло, либо вы встретиться не можете, либо вы не общаетесь, долго не общались, как-то спиной к спине стоите. Мне вообще идет, что вы поссорились, разобиделись, либо диалога между вами нету, его это очень беспокоит. Вы спокойнее, чем он. Он себе как будто бы места не находит. Возможно, он причина этой ситуации. А у вас есть чем заняться. У вас под ногами прям корона лежит. Да? Вы собой занимаетесь, своей жизнью занимаетесь, семьей, детьми занимаетесь, работой занимаетесь. Вы постабильнее будете, чем он. А он, бедненький, места себе не находит из-за этого. Если между вами дистанция, например, вы живете в разных городах, то вы, опять же, спокойно к этому относитесь, а у него прям аж ноги чешутся, да, вот как хочется к вам, скорее вот к вам бежать. Кто поссорился из-за какой-то женщины, потому что здесь есть намек на женщину, то мужчина, как собирает доказательства, ему важно перед вами оправдаться, очиститься. Возможно, там была какая-то случайность, да, случайно какая-то к нему там женщина подошла. Либо он с какой-то женщиной общался, но вас не поставил в известность. Но там ничего крамольного не было. И он сейчас вот собирает информацию, собирает какие-то улики, доказательства, чтобы вот принести вам и сказать: смотри, ничего не было. Вот тебе показалось, да? Мне кроме тебя никто не нужен. Ой, какой он беспокойный у вас. Ой. Так, что у него в голове? Во-первых, у него на работе какие-то сложности, трудности. Работа, дела. Либо взял на себя повышенные обязательства и не вытянул. Либо погряз в этих обязательствах. Либо какие-то происки конкурентов, врагов. Вот прям... Может быть, кстати, и начальник какую-то бочку на него катит, да, какие-то претензии ему выставляет. Прямо подгорает у него на работе. Не все в порядке, абсолютно не все. Кстати, у мужчины даже какие-то денежные затруднения. Вот что-то не получилось, либо что-то не срослось. Может быть, что-то не получил, недополучил. У него как нужда выходит. Вот в финансах по деньгам у него нужда выходит. Не то, чтобы он там голодает. Нет, просто нет того, к чему он шел. Либо он не получил то, к чему он шел. И его тоже это очень беспокоит. Ему очень нужны были эти средства. Ведь на эти средства он хотел вас либо удивить, либо чем-то одарить. Вот как приятное вам хотел сделать. Может быть, на эти деньги хотел погулять. А может быть, вы на мужа смотрите, да, который должен вам вот переслать деньги, перевод сделать денежный, да, для вас, для детей.
но у него что-то не получается. Прям такие птицы злые вокруг него летают. И вот эта фигурка, да, которая на него давит, как прессинг на него оказывается. Прям плохо, ему плохо, да. Так, что еще в голове? Ну, вы у него в голове. Вы у него как русалка. Понимаете, сирена, которая манит, сводит с ума, не дает ему покоя. И, ну, болезненное состояние, понимаете, когда вас нет рядом, когда нет доступа к вам, как говорится, нет доступа к телу, у него прям такое болезненное состояние. Тут и ревнует, и злится, и прям думает, ух, 100% там с кем-то общается, она же такая красивая, она же такая желанная. Вот мужики ж, наверное, точно вокруг нее вьются. А она ведь любит красивые наряды, она их привлекает. Ой-ой-ой, что ж мне делать? Да. Ему очень хочется прыгнуть вот в колесницу, ну, в машину, да, и к вам. Вот чтобы к вам, и все. Пусть весь мир подождет. Очень хочется. Но возможности, к сожалению, нет. Так, что-то предложить вам хочет девочка, какое-то предложение обдумывает, важное предложение, судьбоносное предложение с двойкой связано. Ну, двойка — это союз, либо совместно что-то вот прям делать, двигаться куда-то совместно. Но почему-то ему кажется, что вы это предложение не примете, либо в такой форме не примете. Да, сомнения, есть сомнения. Кстати, у кого-то отыграется, что мужчина и вас может сомневаться. Может быть, вы дама не свободная, может быть, у вас есть другой кавалер, либо вы вообще замужем. Вот, и он, бедненький, страдает. Думает, вот как бы вас уговорить, вот что бы вам такое предложить, чтобы вы выбрали его, либо согласились быть именно с ним. Много мыслей, много мыслей. Вот мне мешает его состояние. Вот правда, состояние каши. Либо выпил, либо в депрессии находится, вот прям думает и думает обо всем на свете. Вот у него одна мысль там начинается, да, переходит, плавно перетекает в другую мысль, там третья наслаивается. И он как будто бы даже сфокусироваться ни на чем не может. Обычно так у пьяненьких просматривается, либо у людей, у кого болика в голове. Может быть, мигренью лежит, страдает, в депрессии, как бы одинокий. И мысли у него такие странные, колючие, незаконченные, как не начатые и незаконченные. Да. Так, ну давайте подведем итог хотя бы с того, что мы имеем. Я попозже еще сделаю такую отсыпочку, потому что сейчас у мужчины состояние не лучше. Может, кстати, он вообще приболел у вас, лежит там, бредит с температурой, да, тоже может такое показывать. Потому что это явно какие-то бредни. Вот еще раз говорю, да, начинается за работу, заканчивается вами. Начинается с вас, заканчивается работой с какими-то вот злыми мыслями по поводу какого-то человека, кто сделал ему неприятно. Понимаете, вот каша-малаша идет. О вас он думает. О вас он думает чаще, чем обо всем остальном. К вам тянется его душа. Вы в его сердце, вы в его мыслях. Просто как не отпускаете его. Я бы даже сказала, как с ума его свели. Вот, это первый момент. Второй момент. У мужчины действительно какие-то большие неприятности сейчас в жизни происходят. На работе, с деньгами, с его личным ростом и продвижением. Прям плохо обложили его. Со всех сторон обложили. Вот. Состояние у него не лучшее. Но к вам он расположен, он хочет вам что-то предложить. Предложить что-то очень-очень серьезное. То, что меняет жизнь, то, что людей сближает, и то, что переходит в семью, в близкие доверительные отношения. Если вы поссорились, то мужчина думает, как бы вот ему так исхитриться, выкрутиться, чтобы и помириться с вами, и чтобы прям вы простили, наверное, его, может быть, обидел вас словом, делом. Если мужчина был пойман на каких-то грехах, да, злоключениях, то ищет доказательства того, что он невиновный перед вами. Этот мужчинка чуть попозже, девочки, вот попозже, где-то дня через 2 или 3,
он как-то громко о себе заявит. У кого-то идет прям встреча, появление очень триумфальное, кстати. Прям постарается и нарядиться, и подготовиться. У кого-то отыграется, что он выйдет на связь. Да, причем не просто там, как обычно вы общались, как-то по-другому будете общаться, может быть, в каком-то другом формате. Но у третьих отыграется, что мужчина, может быть, даже кого-то к вам направит, либо через кого-то вас вот прям на свидание позовет, да, либо вызовет какое-то место, где сможет подойти и поговорить с вами. Да, у всех разные отношения. Но ждите, ждите, девчоночки, он себя в руки возьмет. Этот мужчинка, он из железа сделан. Да, сейчас ему не очень хорошо, но он быстро встанет на ноги, он совсем разберется и вам еще себя проявит. Причем в самой лучшей форме, в самом лучшем виде. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.